Уважаемые дамы и господа, добрый день. Меня зовут Стелла Неделчук, и я приветствую вас из центральной студии канала «Регионал». Открытый диалог у нас сегодня вместе с господином Николаем Чобану, главным специалистом по вопросам культуры, спорта, масс-медиа и работы с территориальными организациями Общества слепых. Здравствуйте. Добрый день. Также у нас в гостях Ксения Семенчук, менеджер по связям с общественностью Центра развития бизнеса для незрячих. Здравствуйте, Ксения, спасибо, что пришли к нам на передачу. Говорим мы сегодня о предпринимательстве, о предпринимателях, людях с ограниченными возможностями. На связи у нас студия АТВ из Камрата и моя коллега в Камрате Елизавета. Здравствуйте. Передаю вам слово. Здравствуйте, Стелла. Сегодня найти работу очень сложно, а людям с ограниченными возможностями и подавно. Поэтому те программы, которые предусмотрены государством, очень актуальны и необходимы. И сегодня мы хотели бы поговорить на тему основы предпринимательства для людей с ограниченными возможностями. И пригласили в студию участников. Итак, у нас в студии Лидия Юрьевна Градинар, заместитель примара муниципия Камрат. Здравствуйте, Лидия Юрьевна. Добрый день. Светлана Андреевна Миронова, директор Центра по правам человека. Здравствуйте. Начальник представительства. Здравствуйте. И Валентина Георгиевна Микотина, директор реабилитационного центра «Фиданджик» для детей с ограниченными возможностями. Еще раз здравствуйте. Я рада, что вы сегодня нашли время и пришли принять участие в нашей программе. Но прежде чем мы приступим к дискуссии, я бы хотела, чтобы мы все вместе посмотрели сюжет. В настоящее время людям с ограниченными возможностями очень сложно найти работу. Ведь даже у абсолютно здоровых людей существует такая проблема. Сложности у инвалидов в поисках работы связаны с поставленным диагнозом, невозможностью самим добраться на работу, конечно же, обоснованным страхом и предвзятым отношением работодателей. С этой целью оказать этой категории граждан посильную помощь в трудоустройстве в примарии муниципия Камрат был организован для них семинар «Основы предпринимательства и ведения бизнеса». Семинары проводятся именно для лиц с ограниченными возможностями, и это будет действительно цикл семинаров из 4 тем. Следующие 3 пятницы данные занятия будут проводиться непосредственно в зале заседания примарии в 12 часов, поэтому если у кого-то есть желание узнать больше информации, связанной с основами ведения бизнеса, с основами гражданского законодательства, с конкретной спецификой работы предприятий различного рода и как их открывать, то есть что такое учредительные документы и какие это учредительные документы, вы можете подойти в 12 часов в зал заседания примарии, потому что эти семинары, еще раз повторяю, что они проводятся в сотрудничестве Институтом демократии, Центром прав человека и примарии города Камрата. Участники семинара смогли открыть для себя новое и интересное в вопросах предпринимательства и бизнеса. Я узнала, что можно обращаться в юридические инстанции, если что-то не то, подавать заявление, куда что надо, какие документы нужно собирать. То есть ежемесячная оплата, доход сколько я должна иметь. В общем, много чего я тут узнала. Побольше бы таких кружков, люди будут знать, куда обращаться, будут знать уже, что им делать. Семинары очень полезные. Допустим, мы тоже не знали, что есть положения, которые людям, допустим, чтобы выплачивали эти социальные пособия. Есть люди, которые не знали. На сегодняшний день мы узнали, что да, действительно есть такие положения, что можно получать социальные пособия. Прошедшее мероприятие стало началом цикла семинаров, ориентированных на просвещение в области предпринимательства людей с ограниченными возможностями. Спасибо. Лидия Юрьевна, хотелось бы к вам обратиться, чтобы вы более подробно рассказали, что это за семинар и какова цель проведения таких семинаров в Камрате. У нас существует сегодня в государстве программа, утвержденная постановлением правительства 12 мая 2011 года на 2011-2014 год. Программа предусматривает, что все органы местного публичного управления обязаны сделать свою программу, по которому свой план действий в области прав человека. Непосредственно
Исходя из этого, мы обратились в Центр по правам человека, разрабатывая план на 2014 год, с просьбой, чтобы у нас были какие-то совместные проекты, что они нам могут подсказать, что мы им можем подсказать. И у нас вот с Светланой Андреевной возникла такая идея провести вот такой ряд семинаров для людей с ограниченными возможностями, для того, чтобы рассказать им их права, что они могут, потому что чаще всего отсутствие каких-то благ — это отсутствие информации, чаще всего у нас так получается, поэтому вот в рамках сотрудничества между Центром по правам человека и Примарии Муниципе Камрад в целях исполнения программы парламента, которая была поставлена перед органами местного публичного управления, был проведен такой вот семинар. Это цикл семинаров, рассчитанный на 8 часов, который будет проводиться непосредственно для инвалидов. И тех, которые могут прийти к нам, выслушать, прослушать, задать те вопросы, которые их интересуют в отношении их прав. Вы сказали цикл таких семинаров. Сколько таких еще семинаров? Мы рассчитываем по этой программе, по плану, который согласовали с Центром по правам человека, на 8 часов, то есть 2 часа еженедельно. По пятницам вот это был первый семинар, еще 3 пятницы по 2 часа. То есть месяц, целый месяц они могут получать информацию. Да. Светлана Андреевна, скажите, какие основные организационно-правовые формы и что с точки зрения правовой вы рассказываете на этих семинарах? Я начну, наверное, с того, что на сегодняшний день, хотелось бы мне в первую очередь отметить, изменилась совершенно концепция в Республике Молдова в отношении лиц с ограниченными возможностями. Хотелось бы напомнить, что все-таки Республика Молдова ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, и, естественно, в результате этой ратификации Молдова взяла на себя ряд обязательств по тому, чтобы сделать все возможное для улучшения статуса лиц с ограниченными возможностями. В частности, был принят совершенно новый закон о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, и чуть ранее этого появилась стратегия, именно оговаривающая то, каким образом государство будет исполнять взятые на себя обязательства. Согласно этой концепции, согласно законодательству, на сегодняшний день мы полностью уходим от понятия «инвалид» и используем лицо с ограниченными возможностями. Если мы говорим про школу, это лицо с особыми образовательными потребностями. Это первое. Во-вторых, почему мы и, скажем так, задались целью проведения такого рода семинаров, потому что полностью изменилось положение в области занятости, в области труда. Какого рода? Если ранее устанавливали медицинские консультативные органы только степень инвалидности, как таковая, 1, 2, 3, то на сегодняшний день устанавливается степень утраты трудоспособности и определяется, сколько трудоспособности еще сохранилось у человека. Так, допустим, та первая группа, которая раньше была, на сегодня может быть приравнена с первой степени с тяжелыми выраженными ограничениями возможностей, но при этом сохраняется трудоспособность до 20%. Естественно, это такие же ограничения есть и по второй, и по третьей бывшей группе. Выражена и средняя степень ограничения трудоспособности. То есть фактически получается так, что если ранее инвалиды 1 и 2 группы практически не имели права на труд, их никто не брал на учет в агентстве занятости, то сегодня это положение кардинально изменилось, и сегодня агентство занятости будет обязано брать таких лиц на учет. Во-первых, это даст информацию государственным органам, сколько же лиц желает трудоустроиться, это первое. И второе, что необходимо государству, какие меры, какие финансовые, в том числе обеспечения, продумать для того, чтобы реализовать право на труд. Но, естественно, с учетом этой возможности мы говорим о том, что лица с ограниченными возможностями все-таки имеют право заниматься в том числе предпринимательской деятельностью. То есть не сидеть, не ждать, пока государство придет, создаст рабочие места, а прежде всего самим самостоятельно что-то делать в этом отношении. Тем более нужно учитывать, что государство сегодня предоставляет и налоговые льготы. Чуть попозже мы поговорим о налогах, а сейчас вот, если какая-то вот статистика, сколько у нас вообще таких? Вы знаете, когда я впервые начала собирать информацию по Гагаузии, я была немножечко шокирована в том смысле, что количество лиц с ограниченной возможностью у нас достаточно большое, каждый 10-й практически.
На территории Республики Молдова, я не имею, правда, информации по 2013 году, за 2012 год было около 160-170 тысяч инвалидов. Поэтому, конечно, эта цифра достаточно большая и требует действительно вмешательства государства. А чаще всего чем занимались? Максимум брали патенты и максимум открывали индивидуальные предприятия. То есть фактически те формы предприятий, которые сохраняли статус физического лица и, естественно, сталкивались с большими проблемами в области незнания гражданского законодательства, налогового законодательства и ряда других. Но сейчас на этих семинарах вы им раскрываете? Мы как раз-то и планируем, чтобы дать основы, естественно, чтобы каждый будет для себя решать, выбирать, исходя из тех знаний, что он получит, эту информацию. Поэтому единственное, нужно, говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому информация самое великое дело, потому что она стоит деньги, скажем так. А тут, владея знаниями, думаю, что будет намного легче упростить задачу помощи самому себе. Спасибо. Валентина Георгиевна, у вас как в реабилитационном центре обстоят дела? Как дети, как вы работу ведете с ними? Наш реабилитационный центр посещают дети до 18 лет. Но мы начинаем, как дети поступают, мы смотрим, выявляем их способности. И то, что можно с ребенком делать, то и развиваем. Вот в последнее время мы взяли за основу вот это бисероплетение. Многие дети научились выполнять работы и выступают на выставках, участвуют, продают свои изделия. То есть на уже заказ занимаются работают, бизнесом. да, многие дети. Те дети, которые пользователи колясок, мы обучаем волонтеров школы номер 6, 7, да, 7 школы. Там у нас несколько есть детей, пользователей колясок. Они ходят на дому, обучают. Когда мы можем, тоже педагоги посещают этих детей. Уже есть и взрослые девочки, которые не посещают центр, и обучаем на дому. Также мы стараемся, чтобы они участвовали на выставках в Кишиневе, выставляли свои изделия, продавали. На той неделе вот мальчик у нас продал изготовленное дерево, букет цветов свой на 150 рублей. Если бы вы видели, какое счастье у него на глазах, он заработал, он взял, бабушка пришла, он говорит, показывает, но мое. Значит, он заработал и такой счастливый. Просто гости к нам пришли в центр, и мы показали, он как раз закончил свою работу, и так любуется. Мы говорим, чья работа красивее? Он говорит, моя. А женщина, которая пришла, она говорит, я покупаю твою работу, и сразу купила работу. Он такой счастливый. Он часто продает, и летом изготавливал работы, продавал тоже. И это является как бы примером для других, что если захочешь, все можно делать. Вот. И... Вы сказали, что выставлялись на выставках. Вы только в Камрате выставляетесь или Нет, ездите мы куда-то? в Кишиневе. Мы ездили на День инвалида 3 числа декабря. Мы ездили Артика, центр там есть, где выставлялись все дети, все центры из Молдовы вообще. И там мы увидели большой опыт работы. Родители, тоже родительница наша взяла на выставку свои деревья, изготовленные с сыном тоже. Там она 700 рублей заработала. Для нее такое счастье было сразу, что она так много заработала. И так, по-разному. Делаем разные аукционы. Продавали. В прошлом году 3 раза аукционы делали. В Алтын-Палас. И дети тоже и с родителями выставляли свои работы, и туда же приглашают предпринимателей, и они тоже покупали у них эти изделия. Также студенты. На 14 февраля студенты берут у нас работы, акции делают в университете, продают. Студенты университета, студенты педколледжа. И увидев наши работы, они приходят и тоже заказывают. И мы стараемся адресовать прямо вот родителю или ребенку, чтобы они выполняли, и они продавали свои работы. У них появляется уверенность, у них желание появляется. Они стимул. Продают эти деньги, вы оставляете они продают, ну, конечно, это те работы, да, которые они выполняют, только их, они сами продают, они сами в руки деньги берут. Они стимул. Так радуются, да, и стимул, и желание большое. Но выполняя
выполняются очень красивые работы, и они сами от этого получают радость. Из нашего небольшого опыта к нам посещала девочка, потом она закончила школу 7-ю, поступила в университет, и с помощью ассоциации женщин мы смогли проект с ней написать, и она приобрела, вместе с мамой она работала, я сейчас последний год не посмотрела, как у нее идут дела, но она купила по швейному делу все, что надо, и машинку, пресс, ну, все оборудование, что. И они с мамой работали в мастерской. Вот, это очень положительный опыт, очень хороший, но трудно тоже вот добираться вот на работу с транспортом. Вот. Вы специализированный транспорт не имеете, да, Валентина? Нет, не имеем. Спасибо. Лидия Юрьевна, вот вы провели первый семинар. Вот на ваш взгляд, вот ваши участники, ну, есть желание у них заниматься? Вот что дают эти семинары для ваших участников? Я вам хочу сказать, что они в первую очередь были очень удивлены таким большим объемом информации, которую получили. Во-вторых, как бы люди выходили с этого семинара очень воодушевленные. Вы знаете, в их положении, в котором они сегодня находятся, им важно даже внимание, даже не столько то, что информацию, которую они получили, а то, что они вспомнили, о них кто-то помнит, о них заботится. Вот. Но я вам хочу сказать, что люди действительно много своих прав не знали. Куда они могут обратиться, по каким вопросам, где они могут получить еще дополнительную помощь или дополнительную информацию. И я просто уверена, что на 4-й семинар наш зал просто не вместит количество людей, потому что, в принципе, они очень тесно друг с другом общаются на разные темы. И я думаю, что нам даже не нужно будет их приглашать на следующий семинар, и их будет больше, потому что тот объем информации, который они получают от Центра по правам человека, Светлана Андреевна ими брошюры приготовила, то есть чтобы это было у них визуально, запоминалось. Поэтому я думаю, что это для них очень полезно, и я себе предполагаю, что это у нас станет традицией, и будут появляться и другие люди, которые захотят говорить и на другие темы, не только темы. Понятно, что право на труд – это фундаментальное право, которое есть у нас указано в самом главном законе в Конституции, и оно должно быть у всех, но, к сожалению, действительно, вот Светлана Андреевна затронула тему того, что меняется сегодня у нас и наши стереотипы в том числе, и уже нигде мы не увидим, что у него ограничено право на труд, что мешало ему трудоустроиться куда-либо. Ну, сегодня мы приходим к тем стандартам, к которым мы и должны были прийти, и уважать все права человека, в том числе и в первую очередь права этих людей. Как живут эти люди, скажите, сегодня, вот эти люди с ограниченными возможностями? За чей счет вот сегодня, как им государство помогает? Ну, они, естественно, получают что пенсию в связи с ограниченной трудоспособностью, они получают пенсию по инвалидностям. Естественно, что это сегодня очень небольшие деньги и не дает возможности им прожить на эти деньги. Сегодня, слава богу, существует фонд социальной поддержки. В соответствии с положением о фондах социальной поддержки каждый инвалид, каждый человек, который находится в затруднительном положении в тот или иной период своей жизни, может в 11 месяцев один раз обратиться, и ему всегда окажут единовременную помощь вот один раз в год. Ну и в том числе и те, опять же, та единовременная помощь, которая оказывается государством. Сегодня существует компенсация за зимний период. Опять же, к социальным ассистентам своим они могут обратиться, получить список документов, которые им необходимы. А что конкретно отдают им? Вот компенсацию, что входит? В денежном соотношении, да, в денежном соотношении. Затем они также сегодня существует понятие индивидуальный социальный ассистент. Да? Она сейчас существует в рамках инвалидов первой группы, инвалидов зрения, где государство оплачивает 500 лей в месяц людям, которые индивидуально за ними ухаживают. Это тоже очень большая помощь. Понятно, что на сегодняшний день в рамках нашего государства, тогда, когда очень много людей уезжают за границу, и поступление в фонд социальной поддержки и в социальные фонды очень ограничены, сегодня фактически один работающий содержит 3 неработающих, это очень мало, но надо отдать должное, что за последние годы в государстве было создано очень много программ, очень много видов помощи тем людям. Это и
они могут обратиться и получать на определенный период времени, им социальную помощь оказывают, то есть они через каждые полгода ее оформляют. То есть существуют сегодня возможности оказания той помощи, просто людям нужно донести эту информацию. Когда на бумажном варианте это одно, а когда ты говоришь с глазу на глаз с человеком, они тебе задают вопросы, и я думаю, что это очень большая для них помощь. Спасибо, Светлана Андреевна. Вот вы говорили о формах, да, правовых формах. Вот какие формы более удобны? Вот вы говорили, они создают индивидуальные предприятия. Что они еще могут, чтобы легко открывать бизнес и заниматься этим бизнесом? Сегодня, скажем так, наверное, наиболее распространенная все-таки форма предпринимательской деятельности, это все-таки будет оставаться тоже индивидуальное предприятие и общество с ограниченной ответственностью. Само понятие говорит за себя, что это общество с ограниченной ответственностью, и мы будем доносить до наших слушателей этих семинаров фактически те отличия между индивидуальным предприятием и между ООО, для того, чтобы каждый гражданин смог самостоятельно решить, какая форма ему больше подходит. Вы знаете, тут сразу же на первом семинаре большинство людей интересовались то, каким образом можно просто-напросто открыть, где взять средства для внесения в уставной капитал фонда, значит, любого предпринимательского общества. В принципе, тут все возможности на сегодняшний день формы занятости, в том числе домашняя занятость. Сегодня мы, допустим, отмечаем с точки зрения соблюдения прав человека, что сегодня у каждого человека на Земле появилось даже право на пользование интернетом. И думаю, что в ближайшее время это будет нормативно определено до конца, потому что международное сообщество уже подняло эту тему, так как и в том числе в интернете можно сегодня зарабатывать, а тем более для лица с ограниченной возможностью, который не имеет, скажем так, постоянно возможности выйти на улицу, допустим, это одно из средств заработка и много-много другое. Просто о том же домашнем бизнесе как таковое у нас обычно не говорили, как можно все это делать для того, чтобы, опять же, заработать и каким-то образом улучшить свое состояние. Почему? Потому что Лидия Юрьевна отметила здесь о всевозможных формах социальной поддержки, в том числе о пенсиях. Но, к сожалению, эти пенсии на сегодняшний день, особенно для тех лиц, которые не имели права на пенсию по инвалидности, а получают всего лишь пособие как таковое, я не могу назвать их смешные, они грустные просто-напросто. И содержать себя, тем более покупать лекарства, потому что мы сами прекрасно понимаем, что здесь больше, скажем так, затрат именно на медикаменты практически невозможны в условиях того, что идет и снижение списка компенсируемых лекарств. Конечно, эту проблему тоже не нужно сбрасывать со счетов. И я не могу сейчас сказать до конца, какая форма будет предпочтительна для каждого из наших слушателей. Более легкую назовите, потому что сейчас вот создавать индивидуальное предприятие не так-то легко. Нет, не так-то оно и... Оно очень легко, это дальше нужно просто-напросто работать и сдавать те же отчеты. Вот мы будем учить, куда эти отчеты сдавать, какое налогообложение у каждой формы. Это все должны будут наши слушатели узнать в конце семинара. Да, спасибо вам. Итак, Стелла, передаем вам слово. Вы услышали мнение наших гостей, и теперь нам хотелось бы услышать мнение ваших участников. Продолжаем наш открытый диалог. Я хотела спросить, вот видели, какие прекрасные инициативы проходят в республике, в частности в Камрате. Господин Чобану, я бы хотела спросить у вас, как общество слепых поддерживает предпринимательскую инициативу все-таки у людей? Ну, прежде всего, я хочу всем вам, дорогие телезрители, сказать здравствуйте и рассказать вкратце о том, что общество слепых предпринимает, а именно, еще в 1998 году мы разработали список профессий, специальностей и технологических процессов, где могли бы проявить себя незрячие и слабовидящие. Этот опыт мы суммировали из деятельности различных общественных организаций незрячих России, Украины, Белоруссии, Румынии и, конечно же, нашей Молдовы. Мы этот опыт переняли из той советской действительности, потому что было и много хорошего в отношении трудоустройства
и занятости незрячих и слабовидящих. Ибо тогда... Были целые предприятия, которые занимали, которые, на которых работали, да, незрячие? Непосредственно в нашей республике работало 8 предприятий, на которых было трудоустроено 3864 человека незрячих. На тот момент общество слепых имело всего 7500 инвалидов на учете, и вот больше половины были трудоустроены. Сегодня, к сожалению, ситуация совсем другая. У нас на 4 предприятиях трудоустроено всего лишь более 140 человек. Это несравнимые вещи. Это очень мало, Но, конечно. тем не менее, мы предпринимаем много различных действий совместно с другими организациями общественными, с различными фондами. В частности, на протяжении уже 20 лет с нами сотрудничают голландцы, и с ними мы разработали несколько проектов. Самый крупный проект, на мой взгляд, это проект «Матра», который способствовал развитию бизнеса, развитию коммерческой деловой деятельности наших незрячих. На сегодняшний день у нас есть люди, к примеру, во Флорештах занимаются пчеловодством, в Лиово занимаются овощеводством и животноводством, в Яловенах занимаются незрячие птицеводством. И таких примеров мы можем привести множество, где незрячие сами своим трудом, используя опыт, полученный вот в этом проекте, используя финансовую помощь, полученную посредством этих проектов и посредством Центрального управления общества слепых, смогли развивать свой бизнес, смогли иметь свои небольшие фирмочки. Но, на мой взгляд, мне кажется, что сегодня, когда мы находимся в демографическом кризисе, когда у нас идет страшная миграция за рубеж здорового населения, когда у нас, к сожалению, смертность выше рождаемости, то есть мы в ближайшее время будем иметь очень большой дефицит молодежи, в том числе и лиц с ограниченной дееспособностью. Да. Мне кажется, что государство сегодня должно уделить особое внимание обретению навыков, специальностей, профессий и возможности реализовать эти приобретенные навыки в производстве или в других видах деятельности лицами с ограниченной ответственностью. Потому что, к сожалению, сегодня очень много квалифицированных и физически, и умственно рабочих рук уходят за рубеж, и мы остаемся с тем, с чем остаемся. Это важно сколько для государства, столько и для человека, чтобы интегрировать его в общество, Разумеется. Скорее всего. Мне кажется, что и государство, и частные лица, предприниматели, частные компании, и общественные организации, различные фонды должны сегодня предпринять все, что возможно для того, чтобы обучать людей с различными ограниченными физическими возможностями, чтобы они могли включиться в эту работу. Если кто-то говорит, что вот незрячий сегодня не может выполнять сложную работу, не верьте этому, потому что сегодня практика доказывает другое. Среди нас есть масса юристов, журналистов, педагогов, есть ученые, есть массажисты, музыканты замечательные. Люди могут освоить любой процесс, если бы у нас было бы то внимание, которое есть сегодня на Западе. Европа давно поняла, что миграция с одной стороны в другую, снижение рождаемости в Европе, она же давно началась. Они давно понимали, что необходимо лицам с ограниченными физическими возможностями создать условия для их деятельности. К примеру, создание рабочего места в Голландии стоит 26 тысяч евро. Разумеется, Молдова не может себе позволить таких вещей, но если бы Молдова позволила бы себе хотя бы 3000 евро на создание рабочего места для инвалида, то это было бы огромное подспорье, и инвестиции государства, частных предпринимателей и общественных организаций в этих людей впоследствии бы обернулись бы их активной деятельностью и обернулись бы нормальными доходами
этих лиц, которые могли бы повысить свой жизненный себя, уровень. конечно, содержать. Я хотела спросить, Ксения, расскажите нам о деятельности вашего центра ProAbility. Как конкретно именно помогаете людям реализовать свои возможности? В принципе, мой коллега господин Чубанов немножко приоткрыл двери, скажем так, в деятельность нашей организации. Она была основана в рамках программы голландской МАТРА. Изначально Центр развития бизнеса для незрячих, у него было два направления, то есть трудоустройство и поддержка в бизнесе. Конечно же, со временем практика показала, что поддержка людей с ограниченными возможностями, и не только зрения, потому что у нас есть примеры ребят, то есть успешные примеры ребят с другими типами инвалидности, которые также открыли свое дело, это более реальный на сегодняшний день выход из той экономической ситуации, которая на сегодняшний день у нас сложилась в Молдове. И при тех минимальных финансовых вложениях есть очень активные и талантливые ребята, которые на самом деле развивают на сегодняшний день свое маленькое дело. Более того, они привлекли к этому свою семью, своих друзей, в которых они уверены, допустим. Но в основном, конечно же, это малый бизнес. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что действительно есть слой молодых, прослойка таких молодых активных ребят на сегодняшний день, которые нуждались и нуждаются в поддержке до сих пор. Проблема, которую я вижу на сегодняшний день, это недостаточная информированность, недостаточная где-то, может быть, даже образованность ребят. И, может быть, даже это и не их вина, потому что на сегодняшний день не всегда есть доступ к той информации, которой хотелось бы. Поэтому мы и начали тогда, когда был основан Центр развития бизнеса, с информирования, с семинаров, именно с учебно-практических семинаров, где мы учили самым простым, элементарным вещам, как разработать бизнес-план, если у тебя есть идея, как ее развить, как составить финансовый прогноз на 1 год, на 2, на 3, на 5, потому что мы прекрасно понимаем, что человек, очень часто люди, даже самые хорошие идеи, не всегда видят, но не всегда, скажем так, загадывают на 3, на 4, на 5 шагов вперед. Для этого существуют вот такие организации, как мы. Наша команда профессионалов помогала вот ребятам именно просчитать все на 3, на 4, на 5 шагов вперед. На сегодняшний день у нас 21 человек развивают собственное дело. Конечно же, в каких областях, например? В основном это аграрный сектор. В основном это аграрный сектор, конечно. Это овощеводство, это грибы, это кролики, это пчеловодство. То есть есть, конечно, ребята, которые вот есть несколько ребят, которые открыли массажный кабинет. Есть у нас вот мальчик в Кишиневе, у которого, значит, бутик с всякими ксероксными вот оборудованиями. Ксерокс, сканер, принтер, то есть тоже довольно-таки неплохой, успешный вот у него. Спектр занятий необъятен, да? Абсолютно не ограничен. Если человек приходит, он знает, чего он хочет. Ну, понимаете, нет на сегодняшний день невозможного. Конечно же, давайте будем называть вещи своими именами, когда есть микрофинансирование, намного проще помочь и, как говорится, дать все сразу в руки, грант, вот на тебе грант, иди делай, иди открывай. Но с другой стороны, мы поняли, что все-таки нужна какая-то доля ответственности и для того, кто открывает бизнес. То есть, если будет только грант, мы понимаем, что человеческая натура в любом случае, это должно быть, что-то тебя должно стимулировать и вот подстегивать к тому, что вот помимо того, что у тебя будет прибыль, ты должен вот каждый месяц, ежемесячно отчислять какие-то проценты за то, что тебя обучили, тебе помогли, допустим. Но сейчас факт в том, что мы пришли к тому выводу, что работая группами с ребятами, все-таки более успешно, когда ты работаешь с каждым человеком индивидуально. Мы пришли к той практике, что особенно незрячие, слабовидящие, они нуждаются в индивидуальном подходе. Они приезжают с районов, и у каждого своя доля информированности и своя доля знания. Даже если они хотят что-то открыть, и идея хорошая, они понятия не имеют о рынке, о том, насколько можно все это развить. И поэтому, а некоторые приезжают, и уже знания есть. Вот я говорю, что ребята действительно очень грамотные приезжают, у которых есть уже понятие о бизнес-плане, они знают, чего они хотят. Мы тогда единственное только с ними договариваемся о том, какие финансовые ресурсы мы можем предложить. Есть даже практика
заключение контрактов с банками и о том, чтобы беспроцентный кредит предоставлялся. Даже в этом То есть главное, чтобы человек хотел. Конечно, индивидуальная ведется работа, но самое главное наше достижение, что мы все-таки то, что в 2012 году был открыт, мы сами открыли, значит, с помощью голландцев, организация общества слепых также были соучредителями, мы открыли магазин, социальный магазин мебели секонд-хенд. Мебель привозилась и привозится из Голландии. В этом магазине трудоустроено 2 человека с ограниченными возможностями, помимо продавца и администратора. То есть они замечательные ребята, хорошо справляются со своей работой. У нас реставратор, он плохо видит, но однако же у него золотые руки, и то, что он делает, как говорится, мы у него набираемся положительной энергии. Безусловно, таланты наверняка есть. Я хотела еще спросить, в целом по республике, как обстоят дела? В каких районах еще работаете с людьми с ограниченными возможностями? Я хотел бы дополнить свою коллегу тем, что, в принципе, государство должно предпринимать практические шаги по реализации возможностей лиц с ограниченными возможностями. Почему? Проводятся семинары, проводятся круглые столы, проводятся пресс-конференции. Те же передачи, которые мы делается вот передача, сегодняшняя замечательная передача. Делается много со стороны общественных организаций, о чем рассказывала Ксения, о нашем сотрудничестве с голландцами по поводу развития бизнеса среди незрячих. Но ведь представьте себе, незрячий, который получает мизерную пенсию или мизерную компенсацию и не имеет на что купить булку хлеба, у него возможности есть и умственные, и физические. Он мог бы, допустим, развить какой-то бизнес, какое-то свое дело, но ему нет того базового маленького капитала. А почему государство не создаст фонд по поддержке трудоустройства лиц с ограниченными возможностями? Почему государство не сделает какие-то возможности с этими предложениями? Почему государство не обеспечит, допустим, какие-то субсидии беспроцентные, суды беспроцентные, чтобы незрячий или инвалид-колясочник, или ДЦП, или другой человек мог подойти в банк, зная, что у него законом определены права, и он приходит и говорит: Банка де Экономии или Банка Виктория, независимо от того, что они коммерческие частные банки, государство имеет рычаги влияния и рычаги обеспечения определенных льгот. Пришел незрячий и сказал: суду мне вот такую-то сумму. Да, предоставьте определенные документы, предоставьте чертежи, расчеты и так далее, но чтобы была возможность инвестирования в этого незрячего или в этого колясочника. Вот такая дискуссия у нас в центральной студии. Елизавета, передаем вам слово. Спасибо, Стелла. Вернемся к дискуссии в Камрадской студии. Мы послушали участников центральной студии, очень интересная беседа, и, насколько мы поняли, проблема информации существует везде, по всей Молдове. Я бы хотела спросить у вас, как вот вы говорили о том, что какие-то брошюры вы для них делаете, вот как с информацией, может сайты какие-то, может планируете, есть, нету, вот расскажите немножко. На данный момент скажу так, что вообще Центр по правам человека, он проводит достаточно долгую уже деятельность по защите прав лиц с ограниченными возможностями, поэтому вся та периодическая деятельность в области издательства, которая нами осуществлялась, она размещается на сайте, нашем сайте, www.ombudsman.md, да, сайт нашего Центра по правам человека. Он есть в интернете, любой желающий может зайти в данный раздел и получить, скажем так, эту литературу, да, литературу в виде тех же гидов. У нас нами разработан Центр по правам человека и выпущен гид по именно особенностям осуществления исполнения прав лиц с ограниченными возможностями. Это достаточно большая книга, которая может быть полезна каждому желающему. Ну и те брошюры, те листовки, которые периодически появляются, они все есть на сайте. Также мы эту деятельность, скажем так, пытаемся донести через все другие сайты, которые возможны у нас в Гагаузии, поэтому кто ищет, тот найдет. Спасибо. Вы вот скажите еще, есть ли в законодательстве
какие-то прописаны льготы для этих категорий людей? Есть. Вы И немножко говорили об этом. благодаря именно тому, чтобы вступил в силу закон о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, во-первых, я коснусь, что на сегодняшний день работодателю, который работает свыше, чем 20 человек на предприятии, он обязан резервировать до 5% мест для лиц с ограниченными возможностями, и кроме этого должен вести специальный журнал, регистр обращений, заявлений лиц с ограниченными возможностями, именно находящихся в поиске работы. То есть фактически, как только образуется вакансия, он ее должен был бы предложить вот такому лицу. Это первое. Во-вторых, на сегодняшний день мы также ведем достаточно интенсивную деятельность по тому, чтобы создать непосредственно в Гагаузии общество инвалидов, которое могло бы сотрудничать напрямую с обществом инвалидов Республики Молдова. Почему? Потому что именно те предприятия, которые будут создаваться такими обществами, в том числе слепыми, глухими и так далее, они подлежат и могут использовать налоговые льготы. Какие? Они освобождаются от подоходного налога, от налога на недвижимость и ряда других налогов. Кроме этого, государство в пределах тех средств, которые отпущены бюджетом, оно обязано помогать, оказывать помощь в приобретении материальных средств и других для работы предприятия. И здесь как раз бы, к сожалению, у нас на юге, может быть, в Гагаузии непосредственно на данный момент пока нет таких предприятий, но хотела бы привести пример Бессарабки, общество слепых, которое работает уже не 10 лет. И да, к сожалению, это предприятие испытывало на себе очень большие трудности, проблемы. Почему? Потому что, если говорить о начале 90-х годов, это было больше 200 человек на предприятии, на сегодняшний день максимум 20. Но у них сегодня вот единственная проблема, скажем так, только приобретение материальных средств. А все остальные навыки, все это знания, все это есть. Осталось только их применить в практике. Лидия Юрьевна, какие льготы вы можете дополнить? Ну, к тому, что Светлана Андреевна сказала, хотелось бы дополнить, что буквально несколько лет назад были внесены изменения в законодательство по госзакупкам, где организации, которые осуществляют государственные закупки, обязали в первую очередь, в случае, если в тендере участвуют предприятия, на котором работают лица с ограниченными возможностями, в первую очередь предпочтение отдавать именно этим предприятиям, что даст им возможность получить рынок сбыта. Наверное, чаще всего и это у них проблема, куда сбывать свою продукцию, кто-то ее должен покупать. Поэтому, если бы каждый государственный орган или орган местного публичного управления придерживался бы вот этого, если бы они отправляли бы свои оферты в эти предприятия для того, чтобы они могли им предоставить тот спектр услуг или то, что они производят, то это была бы очень большая поддержка непосредственно этим предприятиям. Валентина Георгиевна, как у вас, с какими трудностями вы сталкиваетесь в реабилитационном центре и какие планы у вас в перспективе? Трудности, если говорить о том, какие изделия они изготавливают и как мы реализуем, трудности в реализации. Вот в планах наших, конечно, чтобы в Камрате открыть такой магазин, где бы реализовались сувениры наших подопечных. Очень большая трудность в том, что мы не имеем адаптированный транспорт. Фонды, в которые мы обращаемся, всегда отвечают, что это могут сделать на местном уровне. И вот мы надеемся, Николай Харламович обещал нам, что с помощью фонда ТИКа сможем приобрести адаптированный транспорт. Адаптированный транспорт нужен еще нам и для того, чтобы и дети приезжали в наш центр, чтобы получать услуги. Потому что это самая большая трудность у людей с ограниченной возможностью. Сегодня с коляской по нашей улице передвигаться невозможно. Если в городах еще можно там сесть в троллейбус, подъехать. У нас в Камрате это пока ребенок или молодой человек доберется до нашего центра, это как подвиг совершают. Вот в самых моих как больших планах невозможно и возможно. Вот я в Чекмайдане вижу больницу, которая пропадает, как бы запущенная больница.
Территория огромная, двухэтажное здание, вся инфраструктура там есть, и все пропадает. Вот если бы там открыть дом «Связь поколений», куда бы могли поселить людей, которые бездомные, школьники, которые без родителей, также дети дошкольного возраста. Так как школа там существует, эти дети, школьники могли бы посещать, но тут же вот как социальный дом и жить, и помогая друг другу, и пожилые люди, и дети, школьники, ясельники, как бы посещая и садик, так как там садик есть. Это было бы хорошо. Благодаря ассоциации вдохновения мы в 3 селах открыли ресурсные центры. Это тоже невозможно было, но это мы сделали. Сегодня там работает, очень успешно работают эти ресурсные центры, где посещают дети. Также они бисероплетением занимаются и очень успешно, и продают, и они получили вторую жизнь. В селах, если в городе еще куда-то могли дети выходить, в селах вообще они были закрыты, как овощ дома. Так что вот у меня большие планы, всегда были большие планы. Но я верю, что адаптированный автобус мы приобретем, и будет у нас связь с домом. Да, обещали, и Георгий Дмитриевич обещал. Будет связь у нас с домом престарелых, мы хотя туда иногда посещаем с детьми, но будет связь, если будет автобус, будем посещать центры, будем помогать друг другу, будем реализовать, как-то живее работа будет. Вот у меня большие планы, я думаю, что сторонников много тоже у меня. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу поблагодарить вас за участие в сегодняшней дискуссии. Напомню для телезрителей, что сегодня мы говорили на тему «Основы предпринимательства для людей с ограниченными возможностями». И участие приняли в Камрадской студии Лидия Юрьевна Градинар, заместитель примара муниципия Камрад, Светлана Андреевна Миронова, начальник представительства Центра по правам человека, Валентина Георгиевна Микотина, директор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Фиданджик города Камрад. Спасибо вам еще раз за участие. Стелла, передаем вам слово. Спасибо, Елизавета. Я напоминаю, что это была моя коллега Елизавета Ротарь из студии АТВ в Камрате. Мы продолжаем дискуссию на перспективу. Как вы видите все-таки развитие помощи людям с ограниченными возможностями, помощи и поддержки в их предпринимательской инициативе? Я, например, хотела бы сказать, что то, что вижу я на ближайшее будущее, это развитие социальных бизнесов, то есть это развитие социального предпринимательства, когда открывается определенное дело, куда задействованы люди с ограниченными возможностями, где они бы, например, если это говорим об аграрном секторе, куда они бы могли сбывать продукцию, которая была бы красиво упакована, соответствовала всем стандартам, и которая бы продавалась успешно, и люди знали, что, покупая эту продукцию, они непосредственно вкладывают в развитие бизнеса на помощь людям с ограниченными возможностями. Вот в этом я вижу очень хорошее решение для Молдовы на будущее, чего вот мы очень хотим добиться нашей организации. И почему и был основан магазин, социальный магазин, это наш социальный бизнес, который нацелен на то, чтобы часть прибыли инвестировалась в помощь людям с ограниченными возможностями зрения, и таким образом, чтобы мы могли обеспечить развитие бизнеса вот именно среди таких людей. Спасибо, господин Чубан. Вы говорили что-то о помощи со стороны государства. Как еще может государство поддерживать людей? Но я хочу обратить внимание еще наших телезрителей на то, что Центральное управление общества слепых Молдовы, имея информационный реабилитационный центр, проводит очень большую работу по адаптации и интеграции незрячих в обществе. То есть мы проводим курсы для наших незрячих, 2,5 месяца длятся эти курсы. На этих курсах человек получает навыки, во-первых, освоение компьютера, что дает ему возможность сегодня приобщиться к новым технологиям, освоение системы Брайля, что дает ему возможность быть информированным и читать, и писать, освоение различных навыков самообслуживания, что дает ему возможность быть более независимым, освоение
возможностей ориентации и мобильности в пространстве, опять-таки дает возможность незрячему быть более независимым и ориентироваться в этом городе, в этом селе, в этом районе, независимо от тех тяжелейших условий, которые сегодня есть на наших дорогах для лиц с ограниченными возможностями. Дает возможность приобрести различные навыки интеллектуального характера, потому что у нас есть и психологическая поддержка, и юридическая консультация в этом центре. И вот эти курсы на 2,5 месяца дают человеку возможность интегрироваться в обществе. В это вовлечены и все наши председатели, а мы имеем 39 организаций общества слепых Молдовы по всей территории республики, в каждом районном центре, в каждом крупном городе. И наши председатели, оплачиваемые за счет общества слепых Молдовы, проводят огромную работу по выявлению незрячих, по трудоустройству незрячих, по созданию различных условий жизнедеятельности, по защите их прав, социальных, реабилитационных прав и возможностей, работая непосредственно с местными органами власти, как и с районными советами, с примариями, с ассистенцией социалы. Наши Мосгруппорги такой работают... вопрос деткам, как помогаете, тоже незрячим? Значит, детям незрячим мы помогаем, потому что наряду с приемом членов общества в организацию мы ведем специальный учет детей непосредственно инвалидов по зрению и детей семей инвалидов. И наши председатели на местах проводят различные мероприятия культурно-массового характера, или утренники, или распределяют гуманитарную помощь как среди взрослых, так и среди детей, выявляют этих детей, рекомендуют школам. У нас есть школа в Бельцах, есть лицей в Кишиневе, есть училище в Кишиневе. И председатели, выявляя этих незрячих детей, работают с родителями с тем, чтобы эти дети обучались. По-моему, очень важно, чтобы с малых лет обучались дети, и чтобы кроме того, растить из них хороших предпринимателей. Да? И кроме того, наши председатели территориальных организаций всегда очень тесно работают со всеми реабилитационными центрами, будь то детскими, будь то взрослыми, в районах, в территориях, сотрудничают с ними. И вот мне очень приятно, что сегодня выступала здесь директор реабилитационного центра в Камрате. Я думаю, что наша председатель Евдокия Топал, которая является председателем территориальной камрадской организации, обязательно будет иметь контакты со всеми лицами, участвующими сегодня в нашей передаче, и обязательно это сотрудничество принесет плоды в первую очередь в пользу незрячих, в пользу лиц с ограниченными возможностями. Но я хочу сказать, что на мой взгляд и на взгляд моих коллег из Центрального управления общества слепых Молдовы, государству необходимо обратить особое внимание на создание центров производственной реабилитации и профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями, на создание благоприятной налоговой системы, которая заинтересовала бы предпринимателей участвовать в инвестициях в этих лиц с ограниченными возможностями, на создание определенных условий, когда банки могли бы выделять суды начинающим бизнесменам среди незрячих или других инвалидов. Государство должно создавать, как я уже сказал в начале передачи, создать обязательно фонд поддержки трудоустройства и малого бизнеса среди лиц с ограниченными очень возможностями. Приятно, что в нашей сегодняшней передаче прозвучало не одно конкретное предложение и от вас, и от Ксении. Я еще хотела спросить, Ксения, ведь ваш центр помогает не только незрячим, а всем людям, которые, у которых проблемы. Мы не проводим такой параллели, что вот к нам могут обращаться только ребята с ограниченными возможностями зрения. Мы ведь прекрасно понимаем, что есть, например, люди, у которых есть, кроме инвалидности по зрению, есть инвалидность, есть нарушения и в опорно-двигательной системе. То есть у нас нет таких вот четких граней, что только незрячие и слабовидящие к нам обращаются. У нас есть успешные истории вот ребят с опорно-двигательными нарушениями, которые тоже открыли. Мы вообще, конечно,
я хочу вот поставить такой акцент, что вот мы стали обращать внимание, в принципе, даже в 2013 году мы обратили внимание на ребят, которые делают очень красивые вещи своими руками. Мы стали помогать им, наша организация ProAbility стала помогать им эти вещи продавать. В рамках нашего магазина было организовано 2 выставки с помощью некоторых экономических агентов, которые помогли нам все очень красиво украсить, организовать. Ребята были счастливы, они принесли все самые лучшие свои коллекции, которые пользовались очень большим спросом, и они выручили, в принципе, неплохую денежку от продаж. Мы заметили, что действительно это еще одно направление, над которым мы хотели бы и в будущем тоже работать, потому что есть очень много талантливых людей с ограниченными возможностями, делающих что-то своими руками, будь то бисеры, что-то, может быть, из дерева, которые нуждаются в том, чтобы это сбывать и таким образом дальше развивать вот это свое ремесло. Конечно. Поскольку наша сегодняшняя передача носит такой информационный характер, я хочу спросить, куда может обращаться человек с ограниченными возможностями для помощи, если хочет открыть свое дело, если хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Давайте озвучим для наших телезрителей. Наш веб-сайт довольно-таки активный, и куда, в принципе, во-первых, я призываю всех зайти на наш сайт www.proability.md, во-вторых, с нами можно связаться по телефону 022 40 47 60, где можно получить нормальную консультацию, индивидуальную помощь, соответственно, прийти уже к нам, и где мы индивидуально рассмотрим идею и предложение каждого. Или непосредственно в общество слепых, да, господин Чубанов? Да, в Центральное правление общества слепых Молдовы можно обратиться по номеру телефона 22 27 89 или 22 51 91, где мы можем дать любую консультацию по тому, что и как можно предпринять, каким образом можно себя реализовать, куда можно дальше обратиться и чем непосредственно общество слепых может помочь незрячим или слабовидящим. Но я хотел бы здесь привести один маленький пример для информации наших телезрителей. Вот почему я в начале передачи сказал, что не верьте тому, кто говорит, что незрячие или другие лица с ограниченными возможностями не могут справиться с той или иной сложной работой. Если создать нормальные условия для работы, человек может. К примеру, еще в начале 60-х лет, когда только появились ЭВМы, огромные величиной с эту студию, именно наши 2 незрячих, отлично закончившие школу-интернат в Бельцах, а затем с золотой медалью Харьковскую школу слепых и слабовидящих, стали инженерами-программистами, тогда еще на рассвете компьютерной техники. Сегодня, к примеру, из наших незрячих, тот же Джи Куставер или тот же Алексей Козырев, работая сегодня преподавателями в Центре информации и реабилитации общества слепых Молдовы, могут дать фору любому зрячему человеку в знании компьютера, и как программисты, и как пользователи. Они блестяще просто знают компьютер. И тогда представьте себе, что рабочее место незрячего обеспечено не только обычными дисплеями, на мониторах которого человек видит в зрячем плане всю информацию, а обеспечено, к примеру, программой JAWS или другими синтезаторными программами, которые являются программой экранного доступа, и незрячий может любую команду господин сделать. Чобанов, что у вас таких историй достаточно много, историй успеха, потому что, давайте будем говорить прямо, люди хотят работать, люди хотят творить, люди хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Нужно немножко помочь. Государство должно инвестировать в своих граждан. Мы являемся гражданами Молдовы, равными, а может быть и гражданами, которые требуют большего внимания к себе. И пусть государство не боится инвестировать в нас, в инвалидов, в лиц с ограниченными возможностями. И польза государству будет несомненная. Несомненно больше, конечно. На этом передача подходит к концу. Я, уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что у нас в гостях был господин Николай Чобану, главный специалист по вопросам культуры, спорта, масс-медиа и работе с территориальными организациями общества слепых, и госпожа Ксения Семенчук, менеджер по связям с общественностью Центра развития бизнеса для незрячих. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас на этом все.
До новых вам встреч. Огромное спасибо каналу регионального телевидения за внимание к этим вопросам, потому что это действительно острая необходимость в обществе для всех лиц с ограниченными возможностями. Спасибо вам, что пришли на передачу. До свидания.